Всем привет, дорогие друзья, любители мистики, меня зовут Данкот, сейчас я нахожусь на версии Майнкрафта 1.12.2, и тут я проверю вот этот вот скриншот на его правдивость. Действительно ли на далеких землях обитает вот это вот существо? Итак, я специально отыскал ту самую карту тех самых далеких земель, чтобы проверить, есть ли там что-то стрёмное, что-то страшное. Ну, как вы видите, мир уже немножечко выглядит стрёмно. Творческий режим, читы, версия неизвестна, нету иконки. И в мир заходили последний раз в 2016 году, целых 5 лет назад. Офигеть, давайте посмотрим, что-то как там происходит. Мне очень интересно, я ни разу просто... Ёлки-палки, ё-моё. Офигеть! Охренеть, вы просто не представляете, какие я сейчас испытываю эмоции, потому что я ни разу не был на далеких землях. Охренеть, ёлки-палки. Не, действительно, я просто ни разу не был на далеких землях. Возможно, вы уже видели у других ютуберов видео по далеким землям, как они искали фармена вроде как. Здесь же фармен обитает на далеких землях. Вот я лично ни разу не был на далеких землях, и для меня это что-то новое, что-то необъяснимое. Охренеть. Не, реально не был тут. Я ни разу здесь не был. Хоть я и занимаюсь мистикой уже целых сколько? Уже 4 года почти. Я еще ни разу не был вот здесь вот. Это мой первый заход. И я очень сильно удивлен. Это выглядит довольно круто. Прям охренительно. Здесь мы находимся для того, чтобы отыскать вот это вот существо на скриншоте. Я не понимаю, единственное, меня смутил размер этого существа. Возможно, оно выше даже размера игрока. То есть, вот посмотрите, да, у меня как бы высота 2 блока. Я ростом в высоту 2 блока. И то существо, оно как-то... Не знаю, возможно, это существо имеет что-то общее с длинноногим. Возможно. Но оно не настолько длинное, чтобы быть длинноногим, поэтому окей. Возможно, я даже что-то путаю. Но это лишь теории, так что не обессудьте. Итак, что я сейчас буду делать? Во-первых, почему у меня креатив, когда должен быть survival? Еще, ёлки-палки. Вот, кстати, то самое место, которое было на скриншоте. Блин, а вот... Не, это походу... Не, я что-то путаю, ребят. Итак, давайте попробуем повыживать немножечко, посмотрим, что у нас здесь есть, помимо далеких земель. Я не знаю, кстати, все признаки этого существа. И вообще ни одного признака не знаю. То есть, я видел только скриншот, и все. Возможно, он даже фейковый. И типа, я ищу непонятно что, и этого даже, возможно, нет. И это будет обидно. Ну, ладно. Ладно. Попробуем отыскать хоть что-то мистическое. Я вот здесь вижу коров. Я вижу далекие земли. И понимаю то, что... Охренеть. Охренеть, реально. Так, наверное, для начала я добуду себе еды, ибо я уже начинаю голодать. Я вот там арбуз видел. Да, вот арбуз. Надо бы его по-хорошему забрать. Ну и по-хорошему нужно убить коров, которые были где-то вон там вот. Так, у меня вот волнует вопрос, а где пещерка? Здесь была пещерка, я где-то пробегал и краем глаза заметил пещерку, но я что-то не спустился в нее, потому что у меня не было дерева. А где она? Куда я пробежал? Алло. Я вот слышу зомби. Где зомби? Зомбиара, выходи. Я, кстати, не знаю, в чем прикол, но в джунглях почему-то пропадает листва у деревьев. Я не знаю, с чем это связано. Вроде как это баг, либо же это фича. Я не знаю. Но суть в том, что уже темнеет, а как бы... Я все еще не могу найти пещеру, чтобы сделать себе печку. Где пещера? Я не понимаю. Мне нужна пещера, потому что мне нужен камень. Я слышу зомбиков, но я не понимаю, а где вход в пещеру? Мне пофиг, я просто копаю вниз.
Ура, я добыл камень, наконец-то, спустя много времени. Невероятно. Но нашел. Наконец-то я добыл себе уголь, наконец-то у меня есть свет, наконец-то я его добыл. Наконец-то можно идти. Наверное, нет, еще нельзя. Фух, я наконец-то все добыл, и можно уже отправляться в далекие земли. Только вот теперь вопрос, а как тут вообще ходить? Просто у меня из вещей только вот. А, ну, тут вода. Можно сделать лодку, наверное. Почему бы и нет? Ну что ж, поплыли. А, надо было щит сделать. Окей, ладно, пофиг. Просто тут типа будут мобы сейчас. А у меня щита нету, нечем защищаться. Что за фигня? Это был странный звук. Невозможно, мне показалось. Ой. Я здесь не проеду, поедем обратно. Ёлки-палки, как же это стрёмно выглядит. Прям very стрёмно. Словами не описать. Чем-то похоже на пещерное обновление, которое сейчас выходит. Вот прям отдаленно чем-то похоже. Слушайте, пока я иду... Ой, иду, плыву. Где все мобы? Что за фигня? А куда пропали все мобы? Твою ж медь. Я перепукался. Ай! Что за гроза? Мамочки. Меня напугала очень сильно эта гроза. Так, окей, я попробую пока выйти. Мамочки, а что так долбит-то в уши? И где все мобы? Я играю на легкой. Странненько как-то, ребят. Помните же пещеру? Я когда в нее заходил, я слышал зомби. Но не когда в нее заходил, а когда я бегал по джунглям, я слышал, как подо мной ходили зомби. Но почему-то сейчас... Ёлки-палки. Мне становится не по себе. Да ёлки-палки, да что ж такое-то? Что за гроза началась? Какой это день? Это третий день, окей. В принципе, дождь может пойти. Не, ребят, очень странно. Я опять же говорю, нету мобов вообще. Хотя я говорю, я играю на легкой. Странно, ребят. Еще и так гроза ужасная. Пожалуйста, не забывайте писать в комментарии, если вы что-то увидите странное. Просто я тут не очень-то и глазастый. И все увидеть я не могу. Поэтому, ребят, надеюсь на вашу помощь, на вашу поддержку в поисках этого неизвестного существа. Но пока что вот лично я ничего не вижу. Но я
Я отчетливо слышу, как там на улице долбит молния. Так, стоп. Это конец? Нет, я пришел в начало. Где все мобы? Верните мобов. Хоть они меня и бесят, но без них как-то стремновато. Стоит гробовая тишина. Какие-то непонятные звуки грома. Мне просто кажется, если я здесь включу render distance на минимум, я прям уже умру от страха точно. Ну-ка я даже проверю, как это выглядит. Не, ну нафиг. Верните мою нормальную прицовку. F3A. Черт возьми, да как же стрёмно. Ребят, я не знаю. Но пока что мне довольно стрёмно. Мне прям жутко. В принципе-то ничего не происходит. Я ничего не вижу, но... пропали мобы. И почему-то пошла вдруг гроза. Ну, возможно, это просто совпадение. Нет, просто типа, когда я зашел в эти далекие земли, началась гроза и пропали мобы. До этого мобы были, и до этого грозы не было. Гроза началась лишь тогда, когда я зашел в далекие земли, и мобы тоже пропали в этот же момент. Вот теперь я точно дошел до конца. Все, я полностью прошел эти далекие земли. Скажу вам честно, это было жутко. Далекие земли прям вот одно из, наверное, из самых мистических мест, которые есть в Майнкрафте. Потому что они очень таинственные, они чем-то даже пугают. Хоть и... В принципе, я никого, в принципе, сейчас не вижу. Из странностей только пропали мобы. Но... Опять же, возможно, произошел какой-то баг. Из-за этого не пропали. Но, как я вам уже говорил, странности все начались, когда я только зашел в далекие земли. До этого ничего странного не происходило. Самая жуткая странность заключается в том, что это все начало происходить именно тогда, когда я зашел в далекие земли. Предлагаю сделать небольшой перерыв. И на этом закончить это видео. Если вы захотите, чтобы я еще раз проверил этот мир, эти далекие земли, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Попробую в следующем видео, не знаю, провести некоторые эксперименты, возможно, зайти на далекие земли не один. Но не знаю, посмотрим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Данкут. Всем удачи и всем пока.